қазып қойғымыз. Бұяқтың траншеялары қазылған. Бекен Курманалиев, главный специалист Чуйского управления капитального строительства, показывает проект реконструкции Беловодского детского психоневрологического учреждения. По его словам, через 3 месяца подрядчик завершит работу над объектом, в котором провели как ремонт, так и строительство дополнительных сооружений для удобства детей. Так как число там как бы увеличивается, детей с такими ограниченными возможностями, произошла надобность в том, что надо было построить дополнительные объекты. Конкретно второй этап — это мы сейчас будем поднимать зимнюю сушилку площадью 180 квадратных метров для удобства персонала, для удобства детей. Думаем, что строительство будет произведено качественно и в срок. На реализацию данного проекта из государственного бюджета выделен 21 миллион сомов. В общей сложности на текущий год предусмотрено строительство и ремонт 39 объектов здравоохранения за счет госбюджета. На строительство 20 объектов запланировано более 160 миллионов сомов, а на капитальный ремонт 10 объектов выделено 38 миллионов сомов. Также в настоящее время ведутся проектные работы по 5 объектам. На сегодняшний день работы ведутся на всех объектах. До конца текущего года мы планируем завершить 7 объектов здравоохранения, в том числе это 3 объекта строительства и 4 объекта капитального ремонта, в том числе дополнительно к тому, что есть 1 объект строительства в Баткенской области за счет средств Президентского фонда Кыргызской республики. Не только государство, но и иностранные доноры внесли свой вклад в строительство объектов здравоохранения. Руководитель управления организации медицинской помощи и лекарственной политики рассказала о завершении строительства столичной противотуберкулезной больницы благодаря поддержке Германского банка развития. Кроме того, доноры также окажут помощь в строительстве еще 3 объектов. По другим проектам этого немецкого банка развития остановиться, то это строительство национального перинатального центра, который тоже завершен уже. И в настоящее время сейчас проводятся мероприятия по оснащению необходимым оборудованием. И ориентировочно где-то в конце октября, в ноябре месяце мы ожидаем открытия этого перинатального центра. Также в городе Ош и в Таласской области также при поддержке этого же немецкого банка развития планируется строительство 2 перинатальных центров в Таласе и городе Ош. Также Нургуль Ибраева поделилась информацией о планах начать строительство нового корпуса для Республиканской клинической инфекционной больницы к началу следующего года. Общая стоимость проекта составит $28 миллионов, выделенных Республикой Корея в виде кредита. Сеймах Мусаев, Асхар Маратов, ЛТР, Бишкек.